Это работа, вопрос безопасности. Более 30 домов в Яндре находятся в зоне риска потопления во время паводков. Чтобы обезопасить их, специалисты провели целый спектр работы. Убрали дикорастущую растительность, выкорчевали старые деревья, убрали наносы и выровняли берега. В 2023 году в рамках обращения жителей села Яндари на прямую линию главы Республики Ингушетия с просьбой о возможности проведения работ на реке Яндырка, руслоочистительных, но углубительных работ на этом водном объекте нами, Министерством природных ресурсов и экологии Республики Ингушетии, были подготовлены обосновывающие документы для разработки проектной документации по объекту и выполнения самих руслоочистительных работ. Все это делается для увеличения пропускной способности водного объекта в целях защиты домовладений, участков и объектов экономики и инфраструктуры села от возможных затоплений и подтоплений территорий. Опасения жителей не беспочвенные. Вспомнить хотя бы масштабный паводок 2002 года, в результате которого тогда пострадала практически вся республика. Яндрия оказалась в числе пострадавших населенных пунктов. Тогда уровень реки поднялся до критических отметок, затопив несколько десятков домов. Чтобы история не повторилась, такие превентивные меры и проводятся. Но прежде чем техника смогла приступить к работе, пришлось преодолеть немало трудностей. Подрядной организации пришлось очень аккуратно вести здесь работу, в связи с тем, что доступ к водным объектам немного ограничен из-за близкого расположения домовладений и отсутствия подъездных путей. В том числе здесь также через русло в частные домовладения, в том числе подведены коммуникации, водопроводные, газовые трубы. Вот это составляло сложность, чтобы не нарушить герметичность водопроводов и газовых труб. Аккуратно пришлось работать подрядчику. Общая протяженность Яндырки, русло которой предстоит расчистить, 4766 метров. На сегодняшний день позади первый километр. Работы распределили на 2 следующих года. В 2026 планируется расчистить еще 2 километра, а в 2027 завершающий этап. И хотя программа только в разгаре, на уже готовом участке результат налицо. Согласно разработанному проекту, проектные решения были ориентированы на пропускную способность водного объекта при паводке 5% обеспеченности. В соответствии с проведенными инженерными изысканиями и в целом проектным решением, вот эта работа должна пропустить паводок в ближайшие 5-10 лет. Таким образом, первый этап большой работы завершен. Если когда-то весенний паводок был здесь временем тревоги, то теперь, благодаря системному подходу, у жителей прибрежных улиц появилась уверенность в завтрашнем дне. Адам Гулоев, Султан Магушков, Магаз 24.